Добрый вечер. Это ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы работаем в прямом эфире. В студии Светлана Кадырова. Добрый вечер, Хайрле Кич. Тема нашего сегодняшнего разговора достаточно сложная, на наш взгляд. И ответ мы будем сегодня искать ее с нашими экспертами. Как местные культурные проекты становятся лидерами российских творческих течений? Почему многие интересные проекты остаются на стадии эксперимента? Продвижение татарской культуры, новые люди и новые проекты. Обсуждаем эту тему сегодня с нашими экспертами. Я с удовольствием их представляю. Это Руслан Айсин, историк и политолог, руководитель площадки Татполит. Хайрле Кич. Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи. Рады вас видеть. Туфан Имамудинов, режиссер, руководитель творческого объединения «Олив», куратор театральной площадки МАУ. Исамисис. Хайрле Кишлер. Айдар Шайхин, директор Дома татарской книги. И Радив Кашапов, самая длинная должность, креативный директор лейбла Ями Music, эксперт музея Чак-Чака, корреспондент сайта «Реальное время», лидер группы «Кайнар», драматург, переводчик, гид. Надеюсь, что все правильно. Здравствуйте. Самозанятый, видимо, да. Самозанятый еще к тому же. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников соблюдать корректность в высказываниях. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас также можно смотреть в прямом эфире в нашей группе ВКонтакте и на YouTube. Можно звонить в студию, задавать свои вопросы нашим экспертам. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Итак, в течение недели мы задавали нашей аудитории в соцсетях вопрос: знаете ли вы новые татарские культурные проекты? Знаю, я слежу за новыми течениями в татарской культуре, так ответили 57% проголосовавших. 11% респондентов сказали, что не знают, так как являются сторонниками классических жанров и форм. И вот 29%, это, мне кажется, очень интересное число, говорят, что там, где я живу, нет таких проектов. Я думаю, об этом тоже мы сегодня поговорим. Почему там нет таких проектов? Зрители также включаются в наше интерактивное голосование. Вопросы и ответы вы видите на экране. Вот для начала все-таки такая неделя знаковая. Юбилей Тукая, 135 лет. Есть у нас великие имена в культуре, в искусстве. Мы можем сейчас назвать, ну давайте так вот, пятерку великих имен татарского народа, которые веками уже продвигают татарскую культуру, и пятерку тех, с кем мы можем, кто сегодня создают эту культуру и искусство, и с кем мы можем идти вперед в будущее. Руслан. Очень сложно, я все-таки не культуролог, но, наверное, понятно Тукай, Кулгали, наверное, если мы говорим о веках. Ну, возможно, Мусад Джалиль, как, так сказать, образ нового советского пласта в татарской культуре, наверное, это Бакыюр Манче, ну, там, Хайсамбат пусть будет, или София Губайдулина, да, или Ильхам Шакиров, здесь можно раздвигать эти рамки. Вот. Ну, что касается современных, вот здесь вот ребята представлены, Джанурбек, там, значит, Туфан, другие ребята, я, к сожалению, сейчас, возможно, кого-то не назову, чтобы не обидеть, но у нас есть пласт современных татарских подвижников, которые, ну, надо сказать, очень так ворвались активно, ну и встретили определенное сопротивление со стороны консервативной части татарской культурной среды. И надо сказать, что в середине 2000-х, вот когда мы начинали эти акции «Татарща Селяшама», когда мы говорили, вот Радив был, значит, о татарской городской субкультуре, мы встречали огромное сопротивление, нас обвиняли, и, значит, так сказать, в поджоге Рейхстага и все такое, все такое. А говорили, что у вас ничего не получится, но сейчас мы видим, что это уже является частью мейнстрима, официоза даже, я бы сказал. И даже этот официоз необходимо преодолевать, потому что есть такой современный, ну, как бы философ, скажем так, Сикацкий, который говорит, что как только культура становится мейнстримом, сразу от нее надо отказываться, уходить в маргиналитет, потому что она застывает каким-то образом. Ну, я думаю, что наша лава еще она не застыла, а есть молодая хорошая поросль. Вот, и вот они, может, расскажут лучше меня, потому что они включены в этот дискурс, да. Да, Туфан, давайте по пятеркам сначала пройдемся, потом о том, о сопротивлении тоже. Ну, на самом деле, мне кажется, каждый великий человек в татарской культуре, именно у него есть, наверное, свое время, когда он становится более великим, чем другие, и эта пятерка, она всегда, как бы, мне кажется, ну, меняется. Вот, ну, лично для меня,
потому что ты начинаешь изучать там, культуру этого человека, его произведения, и он как-то в эту пятерку как бы вклинивается и выкидывает кого-то, кого ты, казалось бы, никогда бы и не вычеркнул Ну, из на данный этой момент, системы. Туфан. Ну, на данный Кого бы момент, назвал? ну, мне, конечно же, тоже кажется, Кулгали, Тукай, Дердемент, мне кажется, это такой наш один из первых стихотворных философов, более такой для нас, да, для нас, для современных татар более внятный, что ли, остальные более кодированы для нас. Ну, дальше я бы назвал, наверное, Сагита Рамиева, наверное, потому что я им занимался, я примерно как бы представляю его величину. К сожалению, он такой временно забытый персонаж, да. Вот из музыкантов я бы назвал Шамиля Шарифуллина, это такой наш татарский Бах. Его, к сожалению, даже музыканты очень редко могут назвать, что они его знают, его произведения, но мне кажется, это один из великих татарских представителей нашей культуры. А из новых людей? Многие называют вас в этом списке. А вы бы кого назвали? Это тот же Нурбек, Марсель, другие ребята, вот. Следующий, кто стоит, да. Вот, мне кажется, их довольно много, и это радует на самом деле, потому что в музыке у нас не только представители исполнительского искусства, но и продюсерского такого направления тоже развивается, что тоже немаловажно, мне кажется. Хорошо. А по поводу сопротивления, вот Руслан говорил, вы один из тех, кто часто встречаете сопротивление, да? Применяя новые форматы и новые течения? Ну, без этого никуда, потому что вообще современное искусство, оно связано... во-первых, современное искусство не может быть скучным, раз. Во-вторых, мне кажется, оно должно быть связано с риском. Потому что категорично, а классика может быть скучной? Классика, если ты ставишь его про то время, то, конечно, скучно. Хорошо, мы продолжим обсуждать. Радив, ваше мнение? Давайте по пятеркам. Имен, конечно, да. Я бы назвал скидку Алмаза Моносыпова. То есть люди, которые меня реально впечатляют. Не то, что, знаешь, там говоришь Тукай, говорят, надо Тукай включить, как будто, вот, не знаю, он там стоит. Братан, ты меня включишь вообще? Мы с тобой друзья. Нет. Да, как вот человек, который тебя поразил реально, да, там Фатих Амирхан для меня очень важен стал, как бы вот персонаж, да. Тем более, кстати, тоже 135-летие. Но ввиду, потому что у нас есть всего один татарский поэт, видимо, его мы не дождемся никаких юбилеев и переизданий и так далее. Вот для меня, кто еще был важен? Наверное, из певцов, например, для меня была всегда важна Фера Гизатуллина, как такая очень свободная женщина. Кстати, ни одной женщины нет. И в зале нет, и в этом пантеоне почему-то нет их, да. Ну и Сара Садыкова тогда, наверное, тоже. Вот такие. Вообще очень странно пятерку ограничивает. Татарская культура все-таки она многообразная, да, мы так что-то отсекли мы людей. сейчас... Да, если говорить про современность, я вообще опасаюсь какие-то пятерки современности называть, потому что я вижу эту странную тенденцию кого-то выделять. Говорит, вот у нас есть современность, как бы, и мы, соответственно, ее как бы закрепили, зацементировали, да. А я бы хотел, чтобы не было никаких пятерок, там, десяток и так далее, что это было огромное броуновское движение, и все, как бы, любой человек мог рискнуть, что вот он сегодня король, как бы, да, у него все хорошо, а завтра он должен снова искать, поэтому... Но мы все равно понимаем, что кто сейчас, скажем так, на коне. Ну, на коне это просто вот, да? Что называется, кого, например, какое-то там Министерство культуры может выделить, да, им удобно это. А вот это наши главные сейчас. Стоп, извините, остальные тоже как бы сейчас... Это наш Мласин очень сотрудник, да? Да, это наш Мласин сотрудник, поэтому так. Но все-таки за кем, кто может вести дальше, кто может Знаете, продвигать? я заметил, что меня интересуют люди, которым сейчас вообще 20 лет. Мне, например, нравится, что делает Айзат Минхаджев, да, каллиграф. Да, вот он совсем еще ничего у него нету, как бы, да, а в нем такая энергия, которую я вообще не могу понять. Или как Булат Шаймиев делает. Вот я их даже понять не могу. Они как бы... То есть я могу понять там Нурбека Бутулу, да, мы с ним как бы... погодки, там какие-то, условно говоря, там, да. А вот этих людей не могу понять. Я бы, скорее, вот этих людей ставил бы в пятерку, которым только 20 лет сейчас. Хорошо, спасибо, Айрат. Здесь уже имена основные назвали, хотя по каждому направлению можно пятерки и десятки там выделять, да, и Салик Сайдаш можно называть, да.
Вот Туфан говорил про те имена, которые сегодня в пятерке, а завтра забываются. Хади Такташ уже как-то перестает в какой-то мере быть актуальным, или Кави Нажми перестает быть актуальным, а когда-то его назвали в этой пятерке. Естественно, Тукай, естественно, Джале, естественно, Сара Садыкова, Ильхам Шакиров. Ну, перечислять можно много, но я вот такой бы пятеркой, может быть, Ну, такие, как ограничился, фундаментальные да. все-таки имена Да. вот эти мы назвали, Да. а вот из молодежи. Вот, Да, из современных. молодежи, опять же, можно много перечислять, и много сейчас для театра делал и делает Нияз Игламов, будучи и театральным критиком, и он много что организовывает и приводит в какой-то мере новые имена. Среди не беря здесь стоящих, да, и это и Айдар Забаров, Хушаволом спектакль, это вот все, кто смотрел это до слез, можно сказать, да, это и музыкальные группы, и есть, я бы по группам даже назвал Джуна, Гауга, Зарина, Ильгиз Шейхразиев, да, и так далее. Опять же, Кейру, это список можно продолжить, это как раз в большей степени лейбл Yummy Music, вот, про театр, про музыку, да, но и есть немало именно организаторов, это тоже сейчас важно, почему-то остаются всегда в тени те, кто вот собирает на площадке, это разное такое броуновское движение. Сегодня важны для культуры не только те, кто творят, но и те, кто организует, стимулирует и, может быть, даже иногда подпинывает творческих людей. Вот. Хорошо, спасибо, Айдар. Ваше мнение? Забылся немного, потому что много задумался о древности. Само собой Кулгале, потому что вот мы в музее всегда рассказываем о Кулгале как о главном бестселлере татарской литературы дореволюционной, потому что везде всегда можно было найти рукописи, копии Хисаисов. Мы забываем о Саиф Сараи, потому что мало кто о нем вообще знает, но важный деятель ордынской литературы, на самом деле, кавказской литературы. Тукай, Джали, это понятно, то есть это наши глыбы, и это не просто идолы, это еще и то, что помогает нам популяризировать нашу культуру, потому что Тукая знают, а Джалили знают еще больше. Советский Союз постарался, и все-таки о Джалиле знают и русские во многих регионах России, на самом деле. Это очень важная часть продвижения как раз таки культуры. Мунасыпов, как раз таки Радиф назвал Мунасыпова. Мунасыпов, на мой взгляд, важен еще и тем, что мы, кажется, не до конца еще осмыслили его творчество. Он занимает вообще уникальное место в ряду татарских композиторов 20 века. Поэтому да, через него тоже можно, потому что у него интересны были подходы. Как раз у него, вот, например, есть президент Тукая Хангаре, это совершенно что-то вот уникальное. Никто так Тукая еще не показывал. Из современности, ну, понятное дело, что это Нурбек, Туфан, Радиф, Йылдыз Мингурина, очень важный момент, потому что Йылдыз — это явление в татарской литературе, в современной татарской литературе. Йылдыз и подобные Йылдыз, на самом деле, плеядалар баран, хазар. И нельзя забывать про Луизу Янсуар, потому что как раз-таки она из тех, кто и творит, и она еще как бы организует, собирает вокруг себя молодежь. То есть Калеб — это еще отдельная тема. Мы знаем, что Калеб уже как бы это часть истории татарской литературы, татарской культуры. Поэтому вот там уже есть свои созвездия, скажем так, современных звезд. Да. Ну, много кого забыли, на самом деле. Я думаю, что мы сейчас да. еще будем обсуждать. Да, можно одно имя назвать, которое вот на стыке современности и уже уходящей эпохи. К сожалению, уже этот человек давно покинул нас. Булат Галиев, это Прометей, да, творческое объединение, которое мало известно, может быть, здесь у нас в Казани, да, но широко известно за рубежом. Это светомузыка, это вот сегодняшние даже вот световые инсталляции, которые в Казани есть, это все Булат Галиев. И о нем, к сожалению, пока казанцы, татарстанцы знают мало, но это яркий представитель именно татарской культуры. И он себя ассоциировал, в том числе и с ней. Хорошо, а дальше мы продолжим, ненадолго переключимся на рекламу. Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех, эффективная энергетика, как работает реальная экономика.
на ТНВ по понедельникам в 22:10. Каждый сам решает, что лучше. Весомый процент на остаток и бонусные мили. Кэшбэк настоящим золотом за все покупки. Бонусы на заправках и в такси. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. А вы выбираете свою. Лучшую именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Данила Мастер. Распродажа резных памятников. 202 38 32. Итак, это точка опоры на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы продолжаем сегодня разговаривать о продвижении татарской культуры. Вспоминаем или определяем новые имена, новые проекты, которые могут дальше продвигать, скажем так, татарскую культуру в мировом и общественном пространстве. Я сейчас почему-то хочу вспомнить все-таки о проекте «Мин Татарша Сулейшем». 10 лет, по-моему, да, прошу? 16 лет уже. Для меня почему-то 10. 16 лет назад. Что это было? Сегодня это уже... И можно ли считать, что это уже устаревший проект сегодня? Кто стоял у истоков? Да, мы стояли, это как бы у нас было движение такое, новое поколение, называлось «Узбес мы сами». Где-то оно организовалось, наверное, в 2005 году, наверное, после тысячелетия Казани, да, ну в 2006 оно оформилось. И в 2006, по-моему, впервые провели «Мин Татарша Сулейшем». Там входила группа, значит, татарских, ну, журналистов, интеллектуалов, молодые ученые. Вот. Ну и вокруг них, все это, так сказать, вокруг нас, скажем так, крутилось вокруг орбиты. И вот во время одного из обсуждений, это было в студии у Резиды Сфиульной, так сказать, у мамы, у Гульзады Апосфиульной есть своя студия в центре города. Вот там родилась эта идея, что нам необходима какая-то форма продвижения татарской культуры на понятном для молодежи языке. Тогда все это было очень в новье и казалось революционным, что давайте мы проведем акцию, которая будет сделать татарский язык привлекательным. Это сейчас на государственном уровне там татарский язык присутствует, да, и президент, и остальные официальные лица об этом говорят. А тогда все это было, ну, так сказать, я бы не сказал, что подпольно, но каким-то образом шло как по накатанной, знаете, никто не задумывался на самом деле. Там институты выпускали огромные словари, мало кому доступные. Вот родилась эта идея, мы впервые провели ее на Баумана улице, позвали тогдашних молодых ребят, которые исполняли рэп, там вот Иттифак, там партия заговорился, группа, конечно. Вот, сделали небольшие такие разговорники, значит, и раздавали их по улицам, потом какие-то наклейки, ну и дальше это уже снежным комом пошло. Сказать, что это сейчас устарело, ну, возможно, в какой-то мере, я уже сейчас не сильно погружен во все эти процессы, но то, что это стало началом большого движения, это точно. Я, возможно, так сказать, много беру в этом смысле, так как я сам участвую. Но мне вот сейчас со стороны кажется, что это большое широкополосное движение, которое вовлекает в себя огромные массы татарской молодежи. И не только, потому что акция там «Мен Бахарча Хуляшам», «Башкортостан», «Мин Марлы Ярым» в Мариэл проводилась, ну и так далее. Коми проводили. То есть это стало уже такое всероссийское движение. Ну, постоянно ищутся новые формы. Вот организаторы все время задаются вопросом, а что еще нового найти. На самом деле уже как акция она себя давно переросла. Наверное, давно уже пора, и мы думаем об этом, как это превратить уже в постоянное движение, да, волонтерское движение, разговорить людей на татарском, да, разговорить учреждения, организации на татарском. А в плане музыкальной, концертной части, да, которая была таким новшеством для того времени, сегодня это повсеместно, ну, каждую
если не неделю, ну, в месяц по несколько раз концерты вот этой новой волны, они постоянно концерт, происходят. просто он замыкал программу, которая была, и он как бы замыкал. Это был как бы вот то, что Видишь, как называется... бы 16 лет мы это делаем, Да, люди как теперь это пик. думают, что это концерт почему-то. Да. Ну Каждый да. год журналисты спрашивают, а что у вас еще будет? Я говорю, в смысле, что еще будет? Там и все остальное еще есть, как бы вы не в курсе. Ну, просто это видимая часть айсберга, люди остальные видят. Основная смысловая часть это именно по отношению к языку, по отношению его использования, да, а концерт это, ну, то, что примагничивает остальных. Ну, видишь, мы как бы, мне кажется, ничего не вишенка на достигли, мы торте вглубь просто. не пошли в итоге. Мы вот делаем это мероприятие, да, и мне хочется, чтобы оно куда-то вот что-то, какие-то пласты вытаскивало, что меня поражало. И я вот в последний раз понял, что это уже, ну, устоялось, к сожалению, наверное. И надо просто очень серьезно его что-то с ним делать. Ну да, тут чисто логически мы сделали его для формирующейся городской татарской субкультуры. Она сейчас сформировалась. Она переросла. Она уже тоже, переросла, да? да. Соответственно, что-то нужно другой резонанс какой-то. Но ведь это проекты еще, у них все-таки такие, давайте, два направления, да, это проект, популяризующий татарский язык, да, и это проект, который открывает новые имена подвижников, определяет, наверное, и вот как раз вы та самая плеяда, которые создавали эту акцию на данный момент. Вот сегодня появилось, на мой взгляд, я не знаю, десятки, сотни конкурсов, я название забыла уже, для открытия различных имен в различных отраслях, сферах, областях и так далее, и так далее. Вот кто-то из депутатов тут решил с призовным фондом в 1 000 000 рублей, по-моему, запустил конкурс «Устелем», значит, проект популяризирует там татарский язык, новыми форматами, в том числе там в ТикТок, Инстаграм. Вот как вы считаете, вот, этих конкурсов для меня, Тукаевская премия главная для меня сейчас. И нужна ли одна монументальная премия, либо вот эти десятки, сотни конкурсов, открывающие новые, мало кому известные лица, они все-таки нужны? Ну, Тукаевская премия, она же ничего не популяризирует, она просто какому-то человеку в Она 70 лет дает премию. Как бы. От этого этот автор не станет писать лучше. Возможно, кто-то наконец прочтет Факира Сафина, окей, как бы, да, возьмется за эти труды. Может, она скрепу укрепляет? Но все равно татарский Оскар, это все равно такой татарский Оскар, только в разных отраслях. Но есть еще много других премий, вот по ним большой вопрос, конечно, премии, которые мы уже сейчас не особо-то и слышим, там премия Хади Такташа, там премия Гаяза Исхака и так далее. Их достаточно много, но почему-то они ну, не особо популярны, о них мы мало слышим. Кто эти авторы, которые взяли эту премию, это знает только узкий круг специалистов, интересующихся литературой. Но вот вы задались вопросом, может быть, одна монументальная, естественно, нужна, может быть, еще несколько монументальных нужны. Премия Ильхам Шакира, например, противоречит. Да. Еще больше премий. Но самое главное, действительно, стимулировать сейчас возникновение новых форм. Ну, вот и в этом плане должны вот появляться какие-то фонды, появляться новые проекты, как новые звезды, появляться и, может быть, потом угасать. Это нормально. И если проект 2-3 года горит, а потом угасает, просто двигаемся дальше и приобретаем новые формы. Это вопрос к государству, на самом деле, потому что, как на одной из передач здесь говорили о том, что у нас культура, к сожалению, она встроена в государственную структуру, систему, да, и они определяют, они дают заказ, то есть это сильно отличается от американской или европейской систем, где как бы общественный заказ формирует. И там, условно говоря, писатель, это у нас писатель — это номенклатурный человек, на самом деле. Союз писательная номенклатурная структура. И понятное дело, что они часто бывают оторваны от запросов общественных, народных. Поэтому, вот, как Радив сказал, вот издают там Сафина там, в больших томах. Ну, никто не читает. Не только потому, что он плохой. Фраза, знаешь, как кто-то сказал, вот Миколая тебе дают, Мансур Гиряз, но народ-то, наверное, не ходит, но ты все равно достоин. Ну, это очень странная была штука, как бы, типа народ того. не ходит, но ты достоин этого. Да, то есть у А нас... что нужно, Радив, тогда? Хорошо. Не, просто, ну, хотя бы, если премию Тукая делать ее прозрачной прям полностью, да, человек, ну, там, народное выдвигает. голосование. Почему Народное не сделать, голосование, да? можно народное Почему? голосование, ну, хотя бы, чтобы это прямо в обсуждении было. Да. А что это за люди такие? Потому что люди такие открывают, типа, ну, то есть мы это все знаем, да, потому что мы как бы все это хотя бы изучаем. Вот такой, кто такие эти писатели, что они до этого делали и так далее. Поэтому, ну... Мы даже шутим на этот счет, что в какой-то момент не останется людей, кому давать эту премию, потому что... Там же говорят, а вот мне еще не дали. Мне вот еще не дали, да, дадут. такой принцип. Или говорят, ты успокойся, через 2 Ну, года. понятно, дают- вы знаете, дают всё за равно, это произведение, премия, да, которое выше это 20 за лет назад. заслуги, скажем Ну, так. да, за заслуги, за да, заслуги. Хорошо, тогда должно быть А что обязательство. нужно для того, Ну чтобы хорошо, новые получил имена ты эту открыть, премию, Радив? тогда ты должен что-то сделать в ответ, не знаю, хотя бы.
Нет, но может быть тогда альтернатива Нет, нужна это не премия за для заслуги, новых на самом имен? деле, за новые произведения, как бы если смотреть там по положению и так далее. Ну, это формально. Но опять же, да, эти новые положения. Но заслуженного человека новые Но произведения. заслуженный человек уже человек плюс, ну, плюс 50, как правило. Слушайте, мы же не люди, Юбилей, которые да. получают премии. Мы люди, которые там пишем гранты, пишем на субсидии, да, мы на что-то новое готовим. Как Мы- раз новая, Дайте новая, нам денег на новая что-нибудь, культура, мы вот, говорим. ну, новая культура, может, слово не очень хорошее, ну, современная культура, скажем так, она отличается тем, что как бы она старается не зависеть от этих старых, еще советских на самом деле, форм. И поэтому она часто бывает альтернативна, поэтому у нас тогда возникло это выражение «альтернативная татарская культура», да? Вот как раз когда обмен татар-селяшами начинали, тоже обвиняли, ну какая может быть альтернативная культура? Вы часть татарской культуры или нет? Вот. Но они должны понимать, что новое возможно только на противостоянии, да? Опираются на то, что сопротивляется, да? То есть тезис, антитезис, синтез рождается, понятно, через гегельская диалектика. Но у нас, как бы, ну, скажем, государственная система, она не хочет отпускать, потому что сейчас считается, что культура – это тоже часть идеологического поля, которое необходимо контролировать. Ну, она всегда Слушайте, считала. мне кажется, не что- премия Тукая двигает, тут Туфана двигала «Золотая маска». Как бы, человек, если он получил премию Тукая, вряд ли как бы... Он с российского Ну да, то есть это масштаба надо в зашел, Москве, да? чтобы тебе что-нибудь дали, тогда уж такие, ну давайте обратим внимание наконец на него. Ну вообще, а как открывать тогда? Может быть, фонд поддержки? Я не знаю, что нужно, Туфан? Вот, наверное, я в противовес скажу, да, насчет того, что «Золотая маска» дает путь, да, некий. Но когда приехали с этой маской, с Нурбеком встретился один тоже не последний человек в нашей республике, сказал: запомни самое главное, после получения «Золотой маски» ничего не изменится. Вот так, в принципе, и произошло. Жаль, что Туфан сегодня не пришел в розовых очках. Мне все-таки немножко хотелось услышать, но я думаю, что будет немного позитива. Мы сейчас прервемся на новости Татарстана и дальше продолжим. Не переключайтесь. Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Сегодня мы обсуждаем продвижение татарской культуры, о новых проектах и о новых людях. Кто они? Туфан тут уже рвется в бой. И задам сразу же как раз вопрос. Все-таки, открывая новые имена, или чтобы появлялись новые имена, и чтобы у людей появлялись идеи, и они могли быть реализованы, необходима в любом случае финансовая поддержка, о которой мы не можем не говорить. Существует ли сегодня некий фонд, либо на что живете вы, новые представители новых людей, наверное, в татарской культуре? Новые люди в татарской культуре. Туфан, на что? На что, ну, один продюсер говорил, задавал этот вопрос: скажите, на что вы живете, я скажу, кто вы, да? Вот поэтому, ну, живем, наверное, в основном, на проектах, на тех, которые сейчас делаем, и на постановках, которые делаю в государственных театрах. Вот на Это живем. гранты? Это, да, в основном гранты государства театра тоже на грантах живут, не только мы. Поэтому это грантовая система, да. Насколько легко выигрывать гранты? Все зависит от темы, наверное, и насколько ты сам как бы хочешь, наверное, выиграть его. Потому что можно просто написать отписки, а есть некая такая, точка болевая, о которой ты можешь просто как-то действительно искренне сказать. Я всегда, когда пишу это, стараюсь делать это не как отписка, а действительно вложить некую историю. Например, если какие-то в процентном соотношении, сколько грантов ты смог взять, скольких было отказано? Вот этого я не знаю, Радиф потому улыбается. что большое количество грантов было. Представь, Туфан сидит, вместо того, чтобы заниматься режиссурой, сидит гранты пишет, знаешь, до вечера. Ну, У него команда есть. это я сам лично не пишу, я пишу только идею, к чему мы стремимся, кто будет участвовать, это все, то есть формирую и идейную часть. А все остальное делают уже. Но были проекты, другие которые не получили поддержки? Ну, конечно, постоянно 95% ты не получаешь. Хорошо, Радиф, а ваша позиция? Никакого фонда нет. Порой, чтобы делать что-то, вообще деньги как бы не нужны, к сожалению, или к счастью, да. То есть, когда тебе хочется это сделать, ты же не будешь сидеть грант какой-то ждать там. Вот ты берешь деньги свои, вкладываешь и надеешься, что они отобьются, как бы.
Есть у нас некоторые проекты, которые мы делали. На Джадид Фест мы первый сделали, мы хотели сделать фестиваль. Мы как бы пошли, нашли помещение. По-моему, мы оплатили исключительно только проезд 2 писателей. Это вот Эльдара Бузярова и Шамиля Ятулина, да? И вот мы деньги отбили. Мы в ноль ушли, у нас прошел фестиваль однодневный, как бы никому мы тогда деньги не просили. Вот. Какие-то проекты у нас включены, всякие госпрограммы, да, но мне кажется, просто долгая история, и мы, мне кажется, не особо должны в ответ что-то там воплощать, какую-то идеологию, про которую Руслан говорит, к счастью. Мне кажется, когда начнется идеология, я это очень сильно почувствую, я этим заниматься не буду. Вот. И как бы я максимально стараюсь все-таки делать вещи, ну, не то что маргинальные все-таки, да, но чтобы меня там не заставляли писать. Ну, да, пришли сказать, Радив, напиши, пожалуйста, нам песню там про как ты любишь Татарстан, как бы, ну, чтобы не возникало вопросов про меня такие. Вот, поэтому я таких вещах деньги не зарабатываю. Но я зарплату получаю, в конце концов, я же журналист. Вот, то есть какие-то из этого. Вот, но по поводу грантов, да, очень много вещей не попадают. Мне кажется, существуют какие-то прямо точные темы, которые точно грантовые. Это какие? Ну вот, не знаю, надо открыть сейчас вот Татнефть. Мне сказал, что я ни разу не выиграл в этом году. Я подавал там от разных людей, вот. Но я смотрю, там, ну, тема памяти очень хорошо работает, да, там, например, тема войны какой-то, вот, может быть, тема благотворительности, какой-то социальной помощи. Мне кажется, в этом случае, ну, не тема искусства, да, как бы вряд ли там, я хочу сделать перформанс, такие, давайте, ребят, полный лимона ему отдадим. Нет, это вряд ли, как бы, и не знаю, насколько это необходимо. Вот. Вообще говорить о деньгах очень странно, на самом деле, потому что деньги, они не про заработок же, да, они про ресурсы. Они про Если бы воплощение ресурсы выдавались идеи. без денег, мне кажется, и гранты не нужны были бы даже бы. Ну а что нужно? Фонд нужен? Давайте вот так пойдем. Айдар, Да, вот как раз говорил про госпрограммы. Иногда проекты, вот Минтатар Телешам как раз превращается в нечто большее, и он попадает в госпрограмму, получает финансирование, и из года в год уже без особых проблем финансируется и реализуется. Хотя там тоже условно цены меняются, да, и иногда не достает денег для реализации того или иного проекта. Но в целом вот такой путь проходит. Некоторые проекты попадают в госпрограмму и начинают финансироваться. И спасибо в этом плане республике за то, что может иногда на новые вещи включать в госпрограмму. Хотя более, там, я не знаю, 70% это вещи, которые уже 20 лет могут повторяться, и они никак не дают места новым проектам. Да. Естественно, есть и фонды и Татнефтьский есть фонд, есть и фонды там, условно-культурных инициатив, несколько тоже небольших фондов есть, они около государственные, но вот именно частных фондов у нас в республике, естественно, как таковых нет. Если мы говорим про меценатство, да, там, про некое спонсорство, иногда мы находим спонсоров, иногда сами становимся спонсорами. И иногда то, что финансируется государством, половина суммы мы находим сами или даем свои деньги, и такое бывало немало. Вот. Но если мы говорим про спонсорство, вот этот феномен, да, и про меценатство, то у нас пока люди не привыкли давать на культуру. Построить мечеть, да, храм построить, да, это да. Это тоже хорошо, это надо, да. Может быть, дать деньги на книгу, это могут дать, да, но вот на фестивале, на новые постановки я таких, к сожалению, примеров не знаю, что вот есть такие культурные меценаты, которые привести какого-нибудь там человека, да, что он сделал там. У нас есть бизнес социально ответственный, да, но они пока не понимают, что можно, что дает, если ты вкладываешь в татарскую культуру, именно в культуру. Вот первый пример вы назвали, там 1 миллион на языковые проекты. Вот если вот хотя бы такие мелкие, по 1 миллиону, там еще меньше, да, возникнут вот такие фонды, тогда ну, дело задвижется намного быстрее. Просто нужно показать путь, что это тоже возможность помогать своему языку, народу и получать в том числе и духовное удовольствие от этого. Айдар, как вы получаете, каким образом идет финансирование ваших проектов? На самом деле наш проект «Гилем», который занимается продвижением науки на татарском языке, официально никогда не получил гранты. И да, и неофициально тоже на самом деле. То есть было у нас 2 маленьких гранта, там по 50 и 70 тысяч рублей от Министерства цифровизации, тогда еще не цифровизации, в рамках там конкурса «Живой язык, живая нация». И в принципе все.
Вот в этом году нам пока предварительно пообещали финансирование нашего подпроекта создания атласа, астрономического атласа на татарском языке. И то как бы маловероятно, что все это получится полностью. Но в целом как бы мы работаем, у нас как бы финансируем как, когда я был студентом, ГИЛЕМ финансировался за счет Путина на самом деле, потому что я получал большую стипендию, так называемые гранты президента. Который вкладывал? Да, который вкладывал ГИЛЕМ, да. И также делали на самом деле большинство как бы наших вот членов команды. И были на самом деле меценаты, как раз таки вот ученые, вот, интересные люди, которые давали буквально вот живые деньги давали на создание каких-то наших подпроектов. А так наша тема, ну, она не культурная, это же про просветительство, про науку, и она такой поддержки гранта никогда не получала. И это даже непонятно ни государству, ни министерствам, что это нужно, что это важно. Поэтому вот мы такие вот были изгоями, и за собой остаемся. Но это как поем на серии. Зарплату журналиста, вы вкладываете свою стипендию. Ну, большинство, надо сказать, и те, которые делают новые проекты, они где-то работают на основной работе. И даже музыкальные группы, и даже самые популярные, они не живут за счет этого. Они именно работают на обычной работе. Это может быть инженер, который рядом с вами работает, но, оказывается, играет. Я понимаю, но при этом насколько нужно быть идейным или сверхидейным человеком, чтобы жить и вкладывать. Рок, как бы, если ты выбрал, ты не можешь от этого отказаться никак. Можно попытаться бросить, это как бросить курить. Знаете, это невозможно. То есть ты говоришь, я не буду этим заниматься, я так 2 месяца буду жить как нормальный человек. Вот мы также пытались закрыть ГИЛЕМ вот так вот. Оно обратно все говорят. Я помню, ну хорошо, если в этой говорил, что он ситуации бросит свой ГИЛЕМ, в итоге там, он его не бросил. Да? Если, например, в этой ситуации отсеивается порядка там 80 имен, которые были с какими-то идеями и так далее, это нормально? Если они сдались при финансовых трудностях, при первых? Ну, как бы да. То есть это считается нормой? Да, даже могут появиться финансы, но, как сказать, и энтузиазм может закончиться, и такое может быть. Ну, люди остепеняются, идут по другому пути. Это нормальный путь, когда, опять же говорю, на 2-3 года что-то загорается, а дальше выступает место другим. Главное, что вот этот конвейер не заканчивался. Ну, потом же есть, некоторые уходят на самообеспечение, то есть, в принципе, система донатов, вот эти концерты сейчас. В этом смысле легче, чем в Советском Союзе. Там собрал квартирник, там дадут деньги, не дадут. А сейчас, в общем, поэтому самозанятый, да, Радив представился в самом начале, да? Можно превратить все это в бизнес. Радив курить бросит, как бы вот может сэкономить на сигаретах. То есть, в принципе, живут, и в Европе так живут, бродячие артисты, там, ну, вот это уже многовековая история, на самом деле. Кто хочет, тот, что называется, выживет. Видите, просто у нас очень мало независимых артистов. Да, мы очень сильно избалованы патернализмом. У нас обязательно, так, государство давлят берет, видишь? Значит, почему я, бедолага, здесь хожу, когда я должен ездить на большой машине с персоналом обслуживающим и так далее. А искусство — это же другое. Искусство — это всегда альтернатива, это всегда то, что бросает вызов устоявшейся форме. И поэтому, если искусство хочет пробить себе... Свет, кстати, тут мы немножко про дефиниции не поговорили, что искусство и культура, на мой взгляд, разные вещи. Абсолютно, да? Хорошо, может быть, успеем поговорить. Сейчас прервемся на рекламу, а потом продолжим. Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех, эффективная энергетика, как работает реальная экономика. На ТНВ по понедельникам в 22:10. Победа сберегает. У нас детишек много. Конечно, экономим. А еще и в качестве уверены. В магазинах «Победа» шашлык свиной охлажденный 199 рублей за килограмм. Граждане, получившие доходы от продажи или получения в дар имущества, а также сдачи имущества в аренду, обязаны задекларировать полученные за предыдущий год доходы в срок не позднее 30 апреля. Представить декларацию по форме 3 НДФЛ удобнее через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.gov.ru. Под яркими бликами сцена, в гармонии изящных движений. Пусть дышит счастливое детство, всегда вот так вдохновенно. МВД по Республике Татарстан предупреждает, как избежать мошенничества при купле-продаже товаров через интернет.
Вы что-то покупаете или продаете, разместили объявление в сети интернет, будьте осторожны. Этим могут воспользоваться мошенники и связаться с вами под благовидным предлогом. Всегда помните, что при переводе денежных средств с одной карты на другую с помощью услуги «Мобильный банк» необходим только 16-значный номер карты получателя, либо только номер телефона, который привязан к мобильному банку. Если вас просят назвать код безопасности, который пришел на ваш телефон или прописанный на оборотной стороне банковской карты, прервите разговор. Это мошенник. Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112. Мы продолжаем в нашей программе обсуждать тему продвижения татарской культуры. Есть соотечественники, которые уже сегодня добились достаточно больших успехов на российском и в российском международном масштабе. Это, например, ну, я приведу пока несколько примеров. Это Дина Гарипова, да, она, кстати, мы записали с ней интервью, все-таки давайте послушаем, прежде чем перейти уже через нее на Залиху открывает глаза и на Гузель Яхин, например. Сейчас татарской музыке не хватает каких-то дерзких идей, чтобы молодые ребята могли себя проявить всецело, могли привнести что-то новое, и этому была открыта дорога. Если вдруг мы будем готовы к экспериментам, тогда, я уверена, у нас есть все шансы попасть и на российский уровень, и на международный уровень. И я вообще очень положительно отношусь к тому, чтобы старые классические песни, которые, может быть, уже забылись, татарские песни, могли звучать иначе. Потому что, естественно, меняются поколения, меняется стиль музыки, предпочтения. И хочется, чтобы молодежь тоже слушала эти песни не только потому, что они ценят и уважают татарскую историю, а потому что им бы это действительно нравилось по-настоящему. У меня готовится альбом под названием «Этно». Мы уже не первый год ведем над ним работу, потому что это действительно очень большая работа. Там очень много песен новых, которые мы писали специально для альбома. Все они на татарском языке. Есть песни также, которые мы по-своему преобразовали, то есть взяли старые татарские композиции и попробовали их немножко по-своему преподнести. Вот одна из таких песен, как раз вы, наверное, ее слышали, это песня «Ой был балам», татарская народная песня. Вот примерно так мы видим старые песни в новом звучании. Надеюсь очень, что вам понравилась наша работа. И еще один проект, над которым мы сейчас работаем, это такой сюрприз для Татарстана. Это совместная работа нескольких артистов, то есть я там буду не одна. Мы подготовили песню, которая очень скоро, я надеюсь, выйдет как сингл. И в этой песне собрано очень много всего интересного. То есть там есть и стихи Габдуллы Тукай, есть стихи Мусы Джалиля, есть абсолютно новая музыка, абсолютно новые стихи тоже ребят, которые участвуют в этой песне. И это будет что-то новенькое. Можно ли, если комментировать, считать вот Дину Гарипову представителем новой татарской культуры, новым именем, новым проектом? Мне кажется, представителем новой татарской культуры нужно считать человека, который по-новому мыслит. Я сейчас увидел интервью как бы из 90-х, как будто бы. Но как будто у нас ничего не происходит в музыке, с этим я совершенно не согласен. Нужен эксперимент, какое ощущение, что она как бы не погружена в тему. То есть да, она изучала потому что я сегодня клип Ильгиза видел, который очень с хорошей песней, снято в Нью-Йорке. И, то есть, снято за 0 рублей. Да, за 0 рублей, да, мне кажется, ну, то есть такое количество сейчас хорошей музыки, разной музыки выходит. Да, Ильгиз Шахразиев выпустил. Да, и поэтому, мне кажется, ну, просто человек действительно не в контексте того, что сейчас происходит, и типа давайте перепевать, то есть это, ну... Нет, но при этом популярность у нее есть, а у Ильгиза Шахразиева... Он не может мыслить по-другому, инновационно. Он встроен, опять-таки, в систему, да? Она встроена, она прекрасно понимает, у нее есть имя. Любой ее проект, конечно, выстрелит. Но при этом она продвигает... Хоть этно, это не вулкан имеется в виду, да? Этно, наверное, да? Вот, конечно, выстрелит, потому что она уже звезда, по сути говоря. Она везде найдет деньги, правильно? Да не знаю, выстрелит, сколько лет прошло, не выстрелила же, что-то ее... Нет, ну на попсовом уровне она спела, выстрелила же на попсовом уровне, так же, как Алсу. Ее слушают многие люди. Да, нет, мне кажется, если уж ты хочешь как-то поднимать национальную культуру, то ну хоть приедь сюда, ну посмотри, пообщайся с людьми, которые эту культуру делают. Нет, ну знаете, вот она не помянула Радика Салимова, хотя бы рассказала, что с ней пишут музыку Радик Салимов, как бы, ну,
ни одного имени не услышал, мне хотелось бы услышать. Ну, понятно, что все это командная работа, и мы хотели бы Ну, слышать да, это да, здесь. да. При этом популярность у нее есть, и мы сейчас вот также переходим к... Можно добавлю, что Да. просто проблема еще во многом новой волны культуры в том, что она пока слабо продвигается, слабый маркетинг. Это уже не проблема самих групп, да, а вот просто пока каналы доведения до людей еще пока они вот не забиты это. Возможно, в новой этом музыке, да. более важная И проблема. мы видим вот и в вашем вопросе много кто не знает. Это огромная проблема. По радио у нас их не крутят. Но вот Ильгиз Жахрази, кто Да. слышал? Вот сейчас о чем мы говорим. То есть насколько он известен, насколько известна Дина Горина. Мы можем сравнить условную популярность? Ну, Ильгиз Шахрази, если пришел на Первый канал, наверное, он бы там победил. Вы же понимаете, что Ну, Ильгиз Шахрази... наверное, да? Мы опять нет, ну как обсуждаем. бы, Ну, а победила почему-то вот, не идет, это большой вопрос. Наверное, ему не нравится Первый канал. Победила она, хорошо. Ну ладно, второй идти. Даже самое, ну давайте сейчас, Гузель Яхина. Руслан, простите, я еще вопрос не сдала. Гузель Яхина. Так, все, почему все красно? Продвигает историю все-таки Ну да, ну, Татарии, да, через призму истории страны. Все-таки наша. Несмотря на международное признание, а международное признание есть, бестселлер года, и тут презентация новой книги Шилон Самарканд. Почему она чужая среди своих? В большей степени. Наверное, потому что во многом ее успех, он искусственный. И я имею в виду, что он накачан финансами, ресурсом административным. Это тот самый маркетинг, о котором Нет, говорит маркетинг, Айрат. ну я просто Ну, это без этого занимался, никак, как ты предполагаешь, я писал она просто рецензию выложила там книжку, что ли? на ее произведение, и, так сказать, у нас были там с ней дискуссии Вот определенные. Вот на что ты живешь, оказывается. Да, я продвигаю ее через негатив. Так вот, есть очень хорошие авторы. Есть у нас прекрасные авторы, вот они сегодня назывались. Ну, в том числе Абузяров и, значит, Жамиль Диатуллин и другие, да, которые там город Брежнев. Вот, пожалуйста, про нашу территорию. Здесь это все-таки накачка финансами и, собственно говоря, ее успех во многом, но искусственно созданный ажиотаж. Я думаю, что вот чем вкладываться, она уже достаточно успешна, она политтехнолог, у нее много денег, у нее много связей. Нужно поддерживать, ну, знаете, как говорят, талантам надо помогать, Зулейха пробьется сама, что называется. Вот здесь, Отличная фраза, режиссер, запишите. здесь я думаю, что нужно искать молодых талантов. Есть, конечно, эти конкурсы, там и Делимах Чарлага и так далее, кто творит на татарском. Но, на мой взгляд, люди, которые достигли успеха, вот как Дина Гарипова, как, значит, Яхина, их уже не надо поддерживать. Они уже самодостаточны, у них самих возможностей для продвижения, для роста предостаточно. Слушайте, знаете, мы еще здесь не сказали, вот сейчас есть мода на лаборатории. Это очень странное явление, с одной стороны, да, как бы их тогда проводят ради чего-то, но мне нравится, что с драматургией происходит. У нас вся новая драматургия произошла только из-за этого, да, что, например, вот Нияз возил, причем он возил же иногородних драматургов, которые ничего не понимают про татарскую культуру. Они знают это про сюжет, про арку там и так далее, да. Он говорит, пишите интересный текст. Никто не говорил, пишите, пожалуйста, про татар. Говорит, пишите интересный текст, да, и поэтому вот мне это нравится со стороны, да, если тебе вот, собственно, например, Гузель Яхина как амбассадор популярной прозы, да, как бы, например, затеяла какой-нибудь проект на эту тему, мне кажется, это была бы большая польза, и она бы нашла но пользы больше было, чем сторонников. то, Да, что как вот бы. мы сейчас То есть, конечно, вопрос, вкладываем да, в то её есть это популярное произведение, но я не уверен, что кто-то из-за этого стал, например, активно читать там другую татарскую прозу, да, то есть там. А что еще но ее есть? проза это не татарская проза. Я просто говорю, то есть, да, вот Шамиль Диатуллин, например, больше в этом плане человек, потому что он все-таки как-то связан с сообществом нашим. Вот, да, у него сейчас спектакль поставлен в Челнах, насколько я понимаю, сколько возможно будет и фильм, и даже сериал на эту тему, да, это вот именно локальная история, город Брежнев все-таки, и он, как бы, я так понимаю, все-таки, он хотя бы в курсе, что происходит в Татарстане, это реально, как бы, факт, он этим гордится, и мне кажется, в этом больше пользы. Лаборатории не только есть и театральные, да, есть и литературные, музыкальные и так далее. Вот это самая супер форма для стимулирования появления новых молодых творческих людей и новой культуры. Ну, пока мы понимаем, Союз да, писателей кому надо нужно помочь. переформатировать. Вот у меня Ну, подождите, там только переформатировал. Но он не переформатировался, это то же самое. Вот один из моих любимых писателей был Чак Паланик, да, у него есть прекрасная книга «Как я научился писать». Он был в депрессии и увидел объявление, что есть курсы, значит, литераторов. Он пошел туда и получил несколько навыков писательства. Все, и стал писать, и стал. Никто ему там, он не приходил, никакой союз писателей Соединенных Штатов, не говорил, Игорь, я буду писать про американский народ. Нет, все стихийно. Здесь то же самое нужно.
разобрать вот эту всю, вот эту конструкцию очень сложную, сталинистскую, и перестроить. И тогда я уверен, что мы ренессанс культурный вновь переживем. Вот в этом плане, на самом деле, мне нравится подход от медиа, потому что они сейчас начали выпускать книги на базе текстов в журнале «Казан Утлара». Там вот вышли 2 книги, там известные авторы были уже, Марат Кабиров и Набира Гаймаддинова. А вот третья книга — это Хисамуддин Албай Исмагилев, если я не ошибаюсь. То есть это его первая книга, но текст у него замечательный получается. И еще на базе intertat.ru тоже там выпускают книги, такие покетбуки. Это совершенно другой подход. И книги распродаются очень быстро. Это не Зифа Кадырова, но тоже очень легкая, прикольная, и люди читают. То есть все-таки востребованность есть да, в новых проектах, на в новых людях. Все-таки, когда мы задавали опрос в соцсетях, была вот эта большая цифра, да, 29%, которые говорят, что они вообще, Радив тут высказался, что так можно было, они не знают ни о какой новой культуре, ни о каких новых современных тенденциях и так далее. Почему? Что с этим делать? Вот у меня такое ощущение, что мы варимся вот в этом котле в Казани. Не надо идти в поля. Берешь, кто куда ходит? Туфан, куда ходишь? Ну, Туфан, расскажи про Нижнекамск, давай. Да, куда? Вот я не знаю, в Башкирию, в Оренбург, куда, ну, нет, где? Там всегда, много наших. Ну, я всегда хожу в свою квартиру, в первую очередь, да. Это хорошо, Туфан, это прекрасно. Вот если я там не буду появляться и отмечаться, я думаю, что как бы, ну, я бы здесь не ставил бы тоже. Вот, поэтому, ну, время было бы, ходил бы, просто работы много. То есть Туфану нужен тот самый маркетинг и так далее, группа, которая будет его продвигать или вкладывать и так далее. Просто не хочет заниматься подвижничеством. Но на самом деле подвижничество необходимо, потому что культура, прежде всего, это подвижничество. Когда говорят, ну вот, слушайте, я великий режиссер, но я вот тут буду сидеть, все так, лучи славы. Ну вот он все в квартиру ходит, тут это неправильно. Вот, например, вот деревенщики в 60-х годах, да, явление в русской литературе. Мы, наоборот, критикуем нашу литературу за то, что она слишком описывает деревенский быт. Вот тогда нам надо пойти от обратного, пойти не в деревню, а в город и посмотреть там. Я более чем уверен, что очень много талантов. Вот. Но мы, к сожалению, у нас в деревне все ищут таланты. Вот. То есть нам надо, опять-таки, 5-й раз это скажу, перестроить. Можно один проект прорекламирую. Казанские гастроли есть такой, да, когда вот классический наш театр, академический, Камаловский, и Тинчуринский, и другие, они по ДК различным Нет, но они-то курсируют, гастролируют и так далее, это нормально. Это не гастроли, это впервые в Казани, в глубину, в толщу, да, в микрорайоны, в поселке, да, в новый ДК. Поехали и показывать Зангар-Шаль, например. Да, нормальный симфонический оркестр Сладковского это делало, по-моему, еще лет 5 или 6 назад, выступал в ДК, заводах и так далее. Это Сладковский, да, а нужно делать и татарскую культуру, проникать толще. И никто, вот у нас сформировались сейчас, мы говорим, что новые татарские слободы в Казани, сформировались вот эти поселки. Туда никто почти не доходит. Вот сейчас с помощью вот этих казанских гастролей, может быть, немножко... Вот, а там как раз культурных очагов и не хватает, я согласен. Да. Там не хватает. Туфан немножко поскромничал, он в Нижнекамске делал суперспектакль. Надо идти тоже в районы, в города и показывать новые формы. Нет, за пределами республики, я думаю. Это же тоже восстановить. Радив. Мы сейчас активно общаемся с Уфой, да, никто, в принципе, с Уфой особо не Ты общается. привозил, да, Радив, башкирская группа приезжала? Ну да, то есть они к нам приезжают, мы к ним приезжаем. Заговорим на диалекте, нет? Причем есть в диалекте, причем есть это, как бы, дело не в этом, просто у нас есть, как бы, когда мы поняли, что вот есть татарская музыка, есть еще вокруг куча регионов, и это тоже для нас важно. Там арийская культура, удмуртская и башкирская, да, как бы. И у башкирских музыкантов нет никаких там в голове вот этих странных явлений, как бы они там не собираются заебиться с татарами или убеждать, что мы башкиры, там, не знаю, да, им просто прикольно, что мы там интересную музыку играем. Вот, и мы делали там приезды. Я сегодня был разочарован в свое время, что я привозил группу «Аргамак». Теперь, что группа «Аргамак» сейчас творит, как бы она вписана в идеологию, да, они там пишут, выставляют песни про западный диалект и так далее. Например, группа «Бурляр», с которой мы активно существовали, они говорили: братан, как бы мы вот не все за это, как бы нам может быть и стыдно, что мы в каких-то там, ну, может быть, замешаны порой, но в целом, говорит, нам кажется, это какой-то фигней тотальной, что происходит. Вот. И мы, например, в этом году Алабирса сделаем большой фестиваль в Уфе, Миттар-Ширешем. Уже, ну, то есть татарской культуры, потому что Уфа — это тоже татарский город, как ни крути, как бы неплохо бы, чтобы там была татарская культура представлена. Это делают татарские меценаты, к слову говоря. Они хотят, типа, города богато. Вот, и ясно, наверное, которого сейчас нет, может, он как раз с ними переговаривается. А когда это будет? Ну, слушай, это летом должно происходить. Зовите всех. Да, летом должно происходить. Дадут провести татарские мероприятия?
Почему не носить? Если Это туда частная, артистов не это пускают частная татарских. территория, как бы. То есть, ну, ну, потихоньку выход происходит, попробуешь, да, не узнаешь. продвижение? В любом случае. Если, То есть если не только в запретят, то квартиру запретят, ходят а люди. как бы не узнаешь, не узнаешь. Смотрите, все равно сейчас я подведу итоги голосования. Говорят, что 48% знают все-таки о татарских культурных проектах. Я так думаю, что эта аудитория все-таки ТНВ, скорее всего, Татарстан. И по 25% второй, третий вариант ответа. То есть многие также считают, что где я живу, там нет таких проектов. То есть у людей востребованность абсолютно в этом есть. Вот что нужно сделать, чтобы совершить культурный проект, чтобы Туфан ходил не только в квартиру? Ну слушайте, нет, Коротко, если у можно, нас да, есть завершение идея программы. проекта, например, мы хотим ездить по ДК, то есть это, ну, очень суровая вещь будет. У меня был опыт поездок по районам, да, то есть понятно, что там даже не то, что человек не знает о такой музыке, он ее воспринимает еще таким, что это такое, как бы, я привык к другим вещам, наверное, да. Наверное, так надо ездить, потому что все-таки у деревней большая проблема, они вообще оторваны от всего, да, они как будто их вообще там бросили. И не факт, что примут или не примут, Да, но, дело возможно, другое, человек хотя бы узнает зерно хотя посеять, бы, да? что называется, человек узнает, как бы. Мне бы хотелось при этом, чтобы он из деревни при этом не уехал. Типа, в Казани, давай в Казань все рванем, как бы деревня опустела, да. Мне хотелось бы, чтобы какой-то локальный феномен развивался. Я у нас заметил, вот ребята группы из Тараф, есть такая из богатых собов, у них появился какой-то молодежный центр, да, прям, по-моему, прям в районе. Они там завелись Инстаграм, и они там совершенно не деревенские, как бы, скажем так, да. Они там про образование, про какое-то развитие, поиск и так далее. То есть там тоже можно найти. Да, то есть это самый зависит бриллиант. от местных пассионариев, мне кажется. Хорошо, смотрите, буквально 1 минута до конца. Что нужно сделать, чтобы совершить культурный прорыв и открыть новые имена? Уже культурный прорыв идет, культурная экспансия идет. Нужно больше ресурсов, нужны лаборатории, нужны различные фонды, не только государственные. Нужно привлекать, я не знаю, бизнес в это, да, и показывать, может быть, даже и какую-то окупаемость, она тоже здесь может быть. И нужны, главное, организаторы. А на местах в регионах нужны вот такие, как сказать, партизаны культурные, да, которые, приехав туда, на месяц, на 2 приехав, смогут... Развернули подпольную деятельность. бациллу, Ну, легальную, хорошо. Да. Айдар. Отвечу только за литературу. В литературе нужны литературные агентства, то есть люди, которые реально поддерживают писателей, продвигают, как раз занимаются маркетингом. И да, наверное, нужно перестроить союз писателей, чтобы как раз союз писателей взяла на себя эту функцию. Хорошо, очень коротко, Радиф, уже буквально 2 слова. Есть что добавить? Нужно быть смелыми просто. Нужно быть смелым. Туфан? Ну, сознание менять и все. Сознание менять это только так, вот выезжая как раз в районы, в глубинки, тогда и открывая номер. Руслан, последний. Ну, мне кажется, я просто скажу чисто политологически, нужно дать немножко свободы людям, потому что творчество это связано со свободой, с преодолением каких-то вот ограничений. Отлично. Это было ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Благодарю всех экспертов. Всего доброго. До свидания. Кичке 9 жарты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер